На расширенном совещании по подведению итогов оперативно-служебной деятельности Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, которое состоялось на этой неделе, было отмечено, что за прошедший год поступило 2887 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях, и это говорит об увеличении роста преступлений. У нас вообще зарегистрирован в 2015 году рост преступлений по всему управлению, в том числе в Нюрнбергском линейном отделе, который непосредственно обслуживает сегодня Южную Якутию и железную дорогу. Там тоже произошел рост преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, экономические преступления. Но в общем, ситуация, которая сегодня развивается на железной дороге, она находится под контролем. В общем управлении на 14% произошло увеличение преступлений, в основном за счет преступлений экономической направленности, коррупционного характера преступления, связанные с мошенничеством, с вымогательством, преступления, связанные с взяточничеством. Это все имеет на сегодняшний день рост. В работе совещания традиционно приняли участие руководители республиканских силовых ведомств, заместитель председателя правительства Якутии Виктор Амуков, якутский транспортный прокурор Егор Колмогоров, председатель общественного совета при управлении Николай Викулов. Руководитель ведомства, полковник полиции Александр Горбунов, обозначил основную задачу личного состава транспортной полиции – обеспечение безусловного соблюдения прав и законных интересов граждан для предоставления более комфортных и безопасных услуг транспортного комплекса. Кстати, в ходе несения службы патрулями транспортной полиции задержано 16 человек, находившихся в розыске. Из незаконного оборота изъято 109 единиц различного оружия и около 3500 боеприпасов.